Избежать аварий зимой вне всяких сомнений можно. Для этого водителю необходимо содержать свой автомобиль в исправном техническом состоянии и придерживаться элементарных правил безопасности. Скорость движения в это время года должна быть в первую очередь невысокой, чтобы водитель успел среагировать в случае непредвиденной ситуации. Однако, как показывает практика, внешне привлекательные дорожные условия зачастую вводят автомобилистов в опасное заблуждение. Улица Крупская. Прямой участок дороги, ведущий от города в поселок Ракаим. От первого светофора порядка 70 метров, до следующего около 200. Достигая данного перекрестка, большинство водителей успевает набрать приличную скорость. И кажется, что дорожная ситуация благоприятствует. Однако именно на этом участке дороги совершается наибольшее количество аварий. Второй год подряд тут вот аварии за аварией. Чуть-чуть гололед, машины летают. В субботу буквально за 2 часа 2 машины улетело. Один перевернулся, а второй он об столб. А в декабре тут вот забор снесли. Последствия одного из дорожно-транспортных происшествий на данном участке дороги 7 января представлены на экране. Эти кадры были выложены очевидцами в интернет-сообществе автолюбителей нашего города. Ладу Гранту выбросило из колеи на встречную полосу. Водитель Форда, уходя от лобового столкновения, был вынужден вырулить в кювет. Обстоятельства другой, упомянутой в интервью аварии, не попали ни в объективы камер, ни в протоколы ГИБДД. Согласно действующему регламенту, в ситуации, когда в дорожно-транспортном происшествии отсутствует второй участник, регистрировать ДТП не обязательно. Наверное, именно поэтому за весь период 2016 года в сводки профильных служб не попало ни одной аварии, произошедшей на данном участке дороги. Тем не менее, они происходят. Предупредить подобные ЧП позволило бы ограничение скоростного режима путем установки знака или лежачего полицейского. Но для этого требуется особый процедурный порядок. Исходя из анализа дорожно-транспортных происшествий, причин совершения данных происшествий, мы выходим с предложением руководству города о принятии или установке каких-либо ограничительных знаков. Но так как за период 2016 года там не случилось дорожно-транспортных происшествий, поэтому нет оснований устанавливать каких-либо ограничительных знаков. По мнению сотрудников ГИБДД, безопасность движения в условиях неблагоприятной дорожной ситуации в первую очередь зависит от действий самого водителя. Поэтому в зимний период автовладельцы должны быть особенно осторожны. Необходимо предугадывать развитие событий на дороге, заранее выстраивать свой маршрут и отводить время на поездку с запасом, чтобы не приходилось торопиться на скользкой дороге. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.